Здравствуйте, в эфире «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. И сегодня в выпуске: Клинтон и Трамп. Лобовое столкновение в эфире. Какими приемами воспользовались кандидаты во время первых дебатов и как это повлияло на общественное мнение перед выборами? И как каруселили в России? Объясняем аномальное голосование на пальцах и графиках. Специальный гость нашего эфира сегодня независимый исследователь выборов Сергей Шпилькин. Все это в ближайшие полчаса в программе «Настоящее время. Итоги». В минувший понедельник Америка в количестве более чем 86 миллионов зрителей прильнула к телевизорам для того, чтобы в прямом эфире наблюдать за первым лобовым столкновением кандидатов в президенты США. Дебаты проходили в университете Хофстра в часе езды от Нью-Йорка. Из пресс-центра университета наблюдала за дебатами моя коллега Виктория Купчинецкая. Специально для нас она подвела итоги. Дебаты продолжались 1,5 часа, они были посвящены 3 важным темам: безопасности Америки, процветанию Америки и направлению, в котором Америка должна развиваться. О платформах кандидатов мы мало что нового узнали. Клинтон опять говорила об американском среднем классе, а Дональд Трамп опять о том, что нужно вернуть рабочие места в Америку из Китая. Тон дебатов был крайне агрессивным. Оппоненты резко критиковали друг друга. Причем Трамп пытался представить Клинтон плохим политиком с вредным опытом работы, а Клинтон Трампа нечестным человеком без опыта работы на государственном поприще, который еще и налоги не платит. Я считаю, что нужно укреплять средний класс и вкладывать в него, сделать стоимость образования доступной, чтобы больше молодых людей его могли получить. Типичный политик, только разговоры, никаких действий. Звучит хорошо, но совершенно не работает. В нашей стране сейчас тяжелые времена, потому что такие люди, как госсекретарь Клинтон, принимали такие плохие решения. Кто же победил на дебатах? Опросы населения, проведенные CNN, отдают победу Хиллари Клинтон. Респонденты CNN считают, что она лучше отвечала на вопросы по экономике, безопасности и международной политике. А вот интернет-опросы, проведенные CNBC и Fox News, отдают пальму первенства Дональду Трампу. Я считаю, что я выступил очень хорошо. Ты приходишь на дебаты, ты не знаешь, чего ожидать. Но уже интернет-опросы избирателей показывают, что я очень хорошо выступил. Однако многие студенты университета Хофстра, где дебаты проходили, считают, что Клинтон была намного более убедительной. Без сомнения, Хиллари Клинтон победила сегодня на дебатах. Даже когда Трамп пытался сбить ее с курса, она оставалась очень спокойной и контролировала ситуацию. А вот бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани считает, что журналисты к Трампу несправедливы. По словам Джулиани, Трамп не испытывает нежных чувств к президенту России Путину. Это очередная журналистская утка. Ребята, я вас просто не понимаю. Он сказал, что у него нет теплых отношений с Путиным. Это она сказала, что есть. Он сказал, что хочет, чтобы Америка была сильной, что перезагрузка с Россией была большой ошибкой. Клинтон. Но он будет вести переговоры с Россией. Рональд Рейган вел переговоры с Горбачевым. Рузвельт вел переговоры со Сталиным. Это был материал Виктории Купчинецкой. Доктор политических наук Екатерина Егорова тоже смотрела дебаты. Накануне этого эфира я спросила ее о самых узнаваемых приемах, которыми кандидаты воспользовались в своем первом выступлении. Возможно, интересным покажется, что Хиллари, которая часто выступает надменно немножко, но это считывается высокомерно и дистантно по отношению к аудитории, в данном случае она нашла очень правильный стиль и очень правильную ноту, я бы сказала, она взяла. Она не то, что стала теплой, это, наверное, невозможно для нее персонально, но она встала на одну доску со своей аудиторией, она не была сверху. Трамп сдулся применимо к образу Хиллари. То есть, когда он выступал на предыдущих дебатах, он был главным мачо. На этих дебатах было ясно, кто реальный мачо, и это Хиллари. И здесь было очень интересно, как она нападала на него, атаковывала его, не в смысле агрессии, а в смысле риторических приемов. А он отбивался, иногда жаловался и выглядел, в общем-то, таким ябедой и слабым. Второй прием, который был ею применен, она, мне кажется, не просто бессознательно, а вполне конкретно, осознанно переходила на язык высокого профессионала, человека, который очень подготовлен, в то время как он говорил про политику на бытовом языке.
Она давала всем понять, кто здесь специалист, кто здесь реальный политик, а кто просто на бытовом языке что-то говорит про политику. Это как сотрудник химчистки и сотрудник института, который профессионально занимается химией. То есть здесь уход в профессиональную лексику тоже был отмечен. Третий прием. Я считаю, что Хиллари большая молодец, что она вышла в ярко-алом костюме, потому что она приковывала к себе визуально все внимание. Трамп же себе позволить этого не мог. Даже если бы он был бы в красном галстуке, все равно это несопоставимые вещи. Я думаю, что это было очень продумано. Мнение доктора политических наук Екатерины Егоровой о бенефисе кандидатов в президенты в предвыборном спарринге в США. В России накануне прошедших там выборов телевизионные дебаты тоже имели место. Женщин в красном на них не было, но определенная полемика наблюдалась. На результаты, как это стало ясно ретроспективно, разговоры кандидатов в прямом эфире не очень повлияли. Партия власти «Единая Россия» получила в Думе абсолютное большинство. Политолог Кирилл Рогов считает, что результаты выборов продемонстрировали, что в России сформировалось посткрымское общество. Мы видим, что есть два главных эффекта в голосовании, в итоге голосования. Первый – это вот такая общая демобилизация. Причем эта демобилизация имеет место с обеих сторон. Совершенно была демобилизована оппозиция, и она очень вяло себя вела, и практически ничего не выставила, и все проиграла. С другой стороны, демобилизована и та часть населения, которая, как казалось нам, поддерживает Путина и режим политический, нынешний российский. Она тоже демобилизована, она тоже не пошла на выборы, она тоже не захотела в этом участвовать, она как не поняла, зачем это все. И это вот как бы то, что я назвал таким признаком формирования вот этой посткрымской ситуации. То есть некоторая политическая мобилизация, которая имела место в 2014-2015 году, она сходит на нет, она очень растворяется, она очень ослабевает. По опросам общественного мнения, которые вот были в августе, да, мы видели, что уровень мобилизации электората примерно на 20-25% ниже, чем обычно для российских парламентских выборов. Можно было сравнить, как вот за 2-3 недели до выборов люди отвечают на вопрос, интересуетесь ли вы выборами, собираетесь ли вы голосовать. И вот ответы на все эти вопросы были примерно на 20-25% ниже, чем они обычно бывают в этот момент, за 2-3 недели до выборов. Но в какой-то момент увидели, что все-таки нужна какая-то большая явка, у меня такое ощущение создалось, и ее начали накручивать уже в ходе голосования. Накручивать – ключевая характеристика выборных технологий, которые использовали независимые наблюдатели и исследователи применительно к выборам в России все последние годы. Накануне последних выборов новый глава российского ЦИКа Элла Памфилова пообещала, что выборы будут прозрачными и честными. В минувший четверг Памфилова заявила, что не собирается уходить в отставку и отметила, что относительно голосования ее совесть чиста. Кирилл Рогов в нашей беседе объяснил, почему, на его взгляд, Элла Памфилова не справилась с целью провести в России чистые выборы, которую она сама себе поставила. Эта цель не была достигнута, хотя казалось, что многое как бы есть для того, чтобы ее достигнуть, что есть условия ее достигнуть, но она, конечно, не была достигнута. Здесь было два эффекта. Первый эффект был связан с тем, что вообще Элла Александровна, значит, вот все это заявила, и это очень хорошо, что она такие какие-то не то что намерения хорошие, ну так хорошо это сформулировала. Но только проблема была в том, что это было довольно бессмысленно. Потому что в значительной степени проблема была решена до этого на законодательном уровне. На законодательном уровне были ограничены возможности наблюдателей наблюдать за выборами. Была специальная нарезка округов, которая размывает городской электорат и затрудняет наблюдение тоже за выборами. И все было уже сделано. И Элла Памфилова пришла, ну хорошо, она объявила, что, знаете, я вот уже сравнивал это с ситуацией, когда вот у вас произошел пожар, а тут приходит новый начальник противопожарной безопасности и говорит: ой, мы теперь построим стенд, и вот здесь у нас все будет висеть огнетушитель, все будет как надо. Но у вас уже все сгорело. И то же самое произошло с Эллой Памфиловой. Она, с одной стороны, уже было изменено законодательство так, что стало гораздо легче фальсифицировать выборы. Прежде всего, это норма, которая обязывает наблюдателей зарегистрироваться за 3 дня
на участке, где они будут наблюдать. В результате за 3 дня администрация, и Кремль, и региональная администрация получают точную картину, где будут наблюдатели независимые, где не будут. И тут вообще лафа. Здесь наблюдают, окей, мы ничего не фальсифицируем, результаты «Единой России» оказываются 32-35%. А там наблюдателей нет, и результаты «Единой России» оказываются 60%. И все, и никто ничего не видел. Мнение Кирилла Рогова в нашем эфире. О том, как, вопреки обещанию ЦИКа, в России не смогли удержаться от накручивания, мы продолжаем разговор с независимым исследователем выборов Сергеем Шпилькиным. Сергей, здравствуйте. Вы прославились уже за все это последнее время своим анализом. И вот первый вопрос, который я хочу вам задать. Кирилл Рогов использовал термин «накручивать», а вы в одном из своих интервью сказали «подращивать явку». Что это за такой процесс и какие доказательства, примеры этого можно привести? Ну, тут эти выборы имели одну особенность. Это первые выборы, которые прошли в единый день голосования в сентябре. И исходно эта идея была в том, чтобы, наоборот, снизить явку и снизить интенсивность накала избирательной кампании. Но есть такое ощущение, что в итоге немножко переборщили, и было некое опасение, что явка будет низкой. Она таки получилась низкой. Можно было бы, конечно, интенсифицировать кампанию, сделать как-то выборы более популярными, лучше их рекламировать, выделить больше времени на телевидении, повесить больше плакатов. Это было бы нормально. Но в результате вместо этого для увеличения явки и параллельно результата партии власти, кажется, применили другой способ, гораздо более традиционный для наших выборов. Это то, что вы посчитали, и вот этот график, который появился сейчас на экране, очень все сложно для непосвященного человека. Вот что это символизирует и что это демонстрирует? Вот. Здесь на самом деле изображено количество голосов, которые разные партии получили на участках с разным значением явки. И мы хорошо видим вот первый пик, в котором большое количество голосов подано на участках с явкой в районе 37%. А вот светленькая линия – это «Единая Россия», мы видим. Да, что верхняя линия – это «Единая Россия», все остальные Россия, да. Внизу следующая линия – это другие партии. Вот. И мы видим, что потом следует некоторый провал, где-то до 60%, а потом следует второй пик в районе 90% явки. И там «Единая Россия» имеет подавляющее большинство. В то время как в левом пике все партии примерно одинаково сохраняют пропорции голосов между собой. Вот. Это довольно простое явление. Оно получается, если мы начинаем одной из партий добавлять голоса. Добавлять механическим способом, да, механическим правильно? способом. Либо механическим, то есть просто закидывая бюллетени в урну, как это зафиксировано на некоторых видео. Либо просто приписывая цифры в протоколе, что может быть даже проще, если совсем никого нет и совсем никто не видит. Вот. И мы видим, что довольно много участков такого рода, на которых голоса приписаны. И вот эта зеленая заштрихованная область, она на самом деле позволяет просто посчитать, сколько этих голосов приписаны. Получается, что где-то 12 миллионов голосов из 28 поданных за «Единую Россию» были приписаны. 12 миллионов – это в процентном соотношении сколько, чтобы вот просто понимать? Это примерно 42,5% от всех голосов за «Единую Россию». Мы можем говорить о том, что 42% голосов были фальсифицированы? Ну, с большим основанием, да. Для этого у нас есть некоторые основания. У нас есть полевой эксперимент, который был проведен в 2011-2012 году в городе Москве. У нас графики, по-моему, да, давайте покажем да? график для города Москвы. Если можно, 2011-2012 год мы попросим. Вот. Давайте остановимся на этом графике. Вот он тоже выглядит очень странно. У него в первой половине графика «Единая Россия» получает примерно треть голосов от всех поданных, даже меньше, даже четверть. А дальше, при больших явках, она вдруг начинает резко доминировать над остальными партиями. Вот. После этого покажите следующую картинку, это даже не график. Это у нас следующая картинка. Это у нас следующая картинка, которую мы пропустили, но я так понимаю, что речь шла о бороде Чурова. Вот этот график предыдущий назвали бородой Чурова. И это ваш термин. Да. Речь шла на самом деле не о бороде Чурова даже, а о том, что между 2011 и 2012 годом произошли всем известные события, произошли массовые протесты против нечестных выборов. И через 3 месяца в Москве распределение голосов по явке выглядело вот так. То есть, во-первых, куда-то пропали тут же широкий диапазон вариации явки, вся явка где-то укладывается в пределы от 50 до 65%. Все партии распределены по ней одинаково, и никаких странностей не наблюдается.
И можно показать последний график. Мы видим, что 2016 год. 2016 год. Да. Что в 2016 году в Москве произошло то же самое. То есть, если по России мы видим 2 пика на 37% и на 90%, то здесь мы видим 1 пик на 35% честный. То есть в Москве явка чуть-чуть ниже среднестатистической. Ну вот давайте вот по регионам, если мы попытаемся поговорить, по результатам выборов стало ясно, что на фоне исторически низкой явки, о которой заявили, ряд российских регионов отличился высокой явкой. Чем вы это объясняете? Вот сейчас говорили о Москве. Но... Да, вот сейчас мы говорили о Москве, и Москва целиком уложилась в тот самый первый пик, который, по нашему мнению, похож на настоящее голосование. С явкой в районе 37% и долей Единой России порядка 40%. Вот. Но кто-то же вложился и во второй пик. Во второй пик традиционно у нас вкладываются некоторые республики Северного Кавказа, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, а также некоторые центральнороссийские регионы. Саратовская область, Волгоградская область, Воронежская область в большом количестве, Белгородская область, Пензенская область в этом году, например. Вот. То есть это не какое-то специфически национальное явление, как нам пытаются иногда объяснить, что это такие люди, уважающие своих старейшин, которые специально ходят с явкой 90%, голосовать 90% за действующую власть. Это скорее администрация избирательных участков, которая за избирателей решает, как они проголосовали. Ну это вот мой следующий вопрос был. Вы говорили о том, что есть такой феномен фальсификации, когда возникает ощущение, что субъектом голосования становится не избиратель, а участок. Да, по этому поводу был очень смешной случай в городе Саратове, все, наверное, наслышаны, когда на 160 участках за Единую Россию проголосовало ровно 62,2%. А что в этом? Об этом вот что, потому что у вас участок состоит из 2000 человек примерно. То есть вам нужно как-то построить их строем и добиться того, чтобы из этих 2000 человек пришло на участок проголосовало за Единую Россию ровно 62,2%. Можно, конечно, их построить как воспитательницы в детском саду и отсчитывать по одному, откидывать костяшки на счетах и дождаться, когда голоса достигнут нужной величины. Но это как-то маловероятно. Гораздо проще предположить, что это администрация избирательного участка просто написала нужную цифру в протоколе. Сергей, ну вот чтобы понять человеку, опять же, не посвященному, не математику, вот что самое неправдоподобное из того, что вам удалось выяснить в ходе ваших экспериментов и в ходе вот ваших подсчетов? Ну вот история с Саратовым – это абсолютно неправдоподобная история. То есть люди пытались найти какое-то сравнение для того, бытовое сравнение, какова вероятность такого события, предположим, 100 раз выкинуть зеро на рулетке. Вот порядок примерно такой. И мы знаем, что практически всегда в тех даже регионах, о которых вы уже начали говорить, высокая явка, она совпала с поддержкой партии власти. Много голосов. Да. Где много явились, там много голосов отдали за Единую Россию. Вот сейчас можно утверждать, что высокая явка на этих выборах была автоматически признаком фальсификации? С достаточно большой уверенностью, да. Если речь не идет о каких-то специфических участках типа больницы или глухой деревни, где живут одни старики, которых обходят сурные просто в обязательном порядке, в общем, да, ни в каком городе никакой явки 90% не бывает на обычном городском участке, потому что у кого-то болеет теща, кто-то уехал на дачу, кто-то в командировке и так далее. Такой явки не бывает в природе. И это очень хорошо показывает, например, наблюдение. У нас в городе Казани явка была на уровне 75%. А на тех участках, где были казанские наблюдатели, героические совершенно люди, явка почему-то была 45%. То есть примерно такая, как по России, или чуть-чуть повыше. Это вот об этом Кирилл Рогов до этого говорил, что, в общем, наличие наблюдателей, оно очень сильно влияет на то, как считается и какие в итоге результаты предъявляются. Но вот если поговорить о природе фальсификации, есть такое мнение, что выборы российские в 2003 году были последними чистыми выборами в новейшей истории. Вот можно сказать, что сейчас, 13 лет спустя, все шло так уже по наклонной, начиная с 2003 года. И фальсификации сейчас идут просто уже по инерции даже. Тут можно сказать одну вещь. Во-первых, выборы 2003 года – это не то, чтобы последние честные выборы в новейшей истории, это скорее первые выборы в новейшей истории, о которых мы знаем все, потому что есть полные официальные результаты. Судя по имеющимся неофициальным результатам, выборы 1999 и 2000 года были, пожалуй, что
посчитаны чуть-чуть аккуратнее, чем 2003. Вот. Но с 2003 года, да, ситуация прогрессивно ухудшалась, вплоть до 2008, который в абсолютном отношении были самые фальсифицированные выборы. Это было самое большое количество накрученных голосов. До 2011, где это было самое большое относительное количество накрученных голосов. И вот до выборов 2016, которые чуть-чуть отстают от 2011 по своим характеристикам, вот, по рекордным характеристикам, занимают почетное второе место. Ну вот интересно, если предположить, что эти выборы прошедшие продемонстрировали то, что однажды запущенная фальсификационная машина остановиться не может, уже идет по инерции, и даже вот смена рулевого, в данном случае главы ЦИКа, никакой роли не играет. Вот вы находите это правдоподобным объяснением? Да, я нахожу это объяснение правдоподобным, потому что действительно рулевой рулит не такой уж большой частью избирательной системы. Потому что значительная часть избирательной системы – это подчиненные местных районных администраций и городских, и губернаторов. Вот и на этих людей Элла Памфилова имеет очень косвенное влияние, потому что, конечно, она не может добраться ни до какого единичного избирательного участка, если там не произошел уж какой-то совсем запредельный скандал. Вот. А все районные администрации, все губернаторы остались на своих местах более-менее, и стимулы к тому, чтобы фальсифицировать выборы, у них остались те же самые. А стимул на самом деле есть. Во-первых, чем больше накручено голосов в каком-то регионе, тем больше получит региональный список «Единой России» от этого региона в парламенте. То есть они борются за реальные места. Во-вторых, может быть, их как-нибудь отметит центральная власть за усердие, что тоже немаловажно. Этим особенно отличается, например, губернатор ныне Самарской области Меркушкин, который раньше заведовал Мордовией. После того, как он перешел из Мордовии в Самарскую область, результаты Самарской области стали расти в сторону мордовских. Конечно, им еще далеко, но, в общем, тоже есть некоторые успехи на этом деле. Достаточно. Да. Ну вот вы знаете, я хотела вам последний, наверное, вопрос задать. В конце недели, вот, буквально накануне, Элла Памфилова в интервью «Эхо Москвы» сказала, что граждане смогут полностью доверять итогам выборов только после того, как будет полностью исключена возможность фальсификаций. С вашим опытом наблюдения за выборами, подсчетов, графиков, вам вероятной кажется такая перспектива в ближайшем, в обозримом будущем? Честно говоря, не очень. На мой взгляд, граждане могут быть уверены в выборах только тогда, когда они сами будут принимать активное участие не только в выборах, не только приходя и бросая бюллетень в урну, но и участвуя в избирательных комиссиях. Вот в Москве это произошло. В Москве много независимых людей пришло в избирательные комиссии, стали членами комиссии, там, наблюдателями. В Москве, как мы видим, весь ужас, который происходил в 2011 году, куда-то пропал, и сейчас голоса считают честно. В остальной России с этим дела обстоят по-разному, в разных городах, в зависимости от ситуации. Ну и пока граждане сами не возьмут это дело в свои руки, я думаю, что уверены в чистоте выборов они быть не могут. Никакой дядя и никакой заведующий избирательной комиссией этого им не обеспечит. То есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих, получается, в данном случае даже в электоральном процессе. Спасение избирателей – дело рук самих избирателей, да. Замечательно. Сергей, спасибо вам большое. На этой ноте мы заканчиваем, на оптимистичной даже отчасти. Все, на что у нас сегодня хватило времени. Напоминаю, что специальным гостем нашего эфира был сегодня независимый исследователь выборов Сергей Шпилькин. Дальше больше. Смотрите нас в эфирах ваших национальных телеканалов и в интернете на Current Time TV. Я, Юлия Савченко, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго.